эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. На борьбу с лесными пожарами регионы России получат дополнительно миллиарды рублей. Совещание по вопросу лесопожарной обстановки на территории республики провел Айсен Николаев. Сегодня глава региона работает в Нюрбинском и Верхневилюйском районах. Команда Якутии успешно выступила на Всемирном фестивале по игре «Го». Более 2,5 миллиардов рублей направят на борьбу с лесными пожарами в России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Из них почти 2 миллиарда рублей пойдет непосредственно на ликвидацию возгораний. Деньги получат 25 регионов с наиболее сложной лесопожарной ситуацией. Остальная сумма будет направлена на финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности еще в 46 регионов России. Такие наблюдения проводятся с помощью авиации и наземного патрулирования и позволяют предотвращать распространение огня. Тем временем 5 районов Якутии под особым вниманием регионального управления МЧС России. На территории региона действует 18 природных пожаров, за сутки ликвидировано 3. На тушение было задействовано 1073 человека и 121 единица техники. На особом контроле находится обстановка в Верхневилюйском, Нюрбинском, Алекминском, Сунтарском и Тампонском районах, где зарегистрировано 7 очагов на общей площади с момента обнаружения более 15 тысяч гектаров. Проведены работы по тушению отдельных очагов и дымовых точек водой, организованный встречный отжиг у поселка Хандага, окапывание ручным орудием и увеличение минерализованной полосы. Ситуация с лесными пожарами в Верхневилюйском, а также в Нюрбинском районах характеризуется как напряженная. Тем не менее, находится под контролем. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев на совещании КЧС по вопросу лесопожарной обстановки сегодня в Верхневилюйском районе. Там он находится с рабочим визитом. В формате ВКС на связи с главой республики и другие районы Айсен Николаев поручил главам усилить контроль за ситуацией, особенно в наслегах, а также вести информационно-разъяснительную работу среди населения. Напомним, что в пожароопасный период разжигать костры и проводить досуг в лесах запрещено. Все чаще причиной возникновения лесных пожаров становится человеческий фактор. А в первой половине дня глава республики работал в Нюрбинском районе. Там он ознакомился с ходом строительства социальных объектов. Так, сроки переселения из ветхого и аварийного жилья в Нюрбинском улусе могут быть ускорены благодаря опережающим темпам финансирования строительства. Программа по переселению идет по плану. Более того, у района есть все предпосылки завершить ее раньше намеченных сроков. По всей республике, здесь в Нюрбинском улусе очень активно идет переселение из аварийного жилого фонда. В частности, здесь по Нюрбе надо 30 тысяч квадратных метров жилья переселить людей из аварийного жилья. Программа реализуется по плану. Более того, я здесь вижу, что есть возможности для более быстрого переселения, более ускоренного исполнения программы. Сейчас, благодаря поддержке президента страны, правительства Российской Федерации, у нас появилась возможность более опережающими темпами финансировать стройку. И хочу сказать, что у нас по Нюрбе, если будет возможность более быстрее вводить это жилье, то, соответственно, программа может уже с 24-го на более ранние года сдвигаться. Вместе с тем, как отметил глава республики, городу Нюрбе пора становиться центром масштабных спортивных мероприятий. Там давно ставится вопрос о строительстве стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса. Нюрбинский район известен своими спортивными достижениями. К сожалению, вот те объекты, которые начинали строиться, из-за ряда судебных разбирательств были приостановлены. Вот сейчас я считаю, что пришло время их возобновить. Проекты сейчас как раз прошли на госэкспертизу. Надеюсь, что после того, как они пройдут ее, мы сможем на паритетных основах район, республика начать финансирование стадиона. Ну а физкультурно-оздоровительный комплекс мы надеемся все-таки получить федеральное финансирование. И вообще я считаю, что в Нюрбинском районе, здесь в городе Нюрбе, пора уже проводить республиканские крупные спортивные мероприятия типа спортивных игр народов Якутии или игр Манчары. А
Ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 25 июня в Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Ранее меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения действовали до 15 июня. Однако эпидситуация в регионе остается напряженной. 94 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки. Наибольшее число заболевших в Якутске – 61 человек. По 5 случаев выявили в Вилюйском и Мирнинском районах, по 4 в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. По 3 заболевших зафиксировали в Ленском и Усть-Алданском районах, а в Горном, Нижнеколымском, Сунтарском, Татинском и Хангаласском районах по 1 новому случаю COVID-19. Всего в республику поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 185 275 человек, в том числе 42 109 лиц старше 60 лет. Вторую вакцину получили 136 100 человек, в том числе 33 196 лиц старше 60 лет. Использовано 89% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Ввести штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. С таким предложением выступил Союз переработчиков пластмасс. Между тем, в Якутске горожане только начинают привыкать к реалиям сортировки мусора. Насколько сложно сортировать мусор и куда потом его девать, разбиралась Ульяна Шагина. Ирина – хозяйка собственного эко-ресторана уже почти год. Не секрет, что общепит – один из самых мусоропроизводительных бизнесов. Но здесь практически ничего не выбрасывается. Бумага сжигается на даче, пластиковые бутылки, картон и пакеты идут на переработку. Остатки пищи отдают на корм собакам, а кофейные и овощные отходы идут в специальный компостер. Прекрасный компост, который уже готов к использованию, и мы используем его на даче при рассадке овощей. Другой экоактивист Сергей Петров решил свое увлечение сортировкой мусора не только перенести в массы, но и подзаработать на этом. Дело благое, ведь главной конечной целью должно стать не просто избавление города от помойки, но и изменение мышления якутян. Так, в столичных дворах уже год можно наблюдать разноцветные сортировочные контейнеры. Я думаю, вот примерно практически в шаговой доступности в центре уже можно найти контейнер возле своего дома. И их становится все больше и больше. Там, да, я говорю, за год мы сделали 35, ну там чуть больше год, 35 контейнеров. Да. Еще через год, я думаю, это будет еще более доступно. В главном пункте компании по Вилюйскому тракту таких фракций 7. Это контейнеры для шин, пластика, картона, батареек, крышек и алюминиевых банок. Главное здесь не просто принести отсортированный мусор, а сделать это по всем правилам. Здесь написано Си через слэш ЛДПЕ. Это смесь пластиков. Такой пластик мы не принимаем. Он идет в засор. В компании признаются, что людей, которые начали понимать, для чего нужна сортировка мусора, становится только больше. Сами же горожане признаются, что в этом нет ничего сложного. Главное привыкнуть к процессу, а дальше все пойдет на автомате. То, что сегодня мы сдавали, это мы вообще копили с осени. Просто когда замораживаю машину, получается уже немножко затруднительно ездить. Соответственно, мы всю зиму копим. Вот. Ну, как бы там было не супер много. Рядом с домом сейчас очень рада, что появляется побольше таких вот фракций, которые можно сдать, мусорных отдельных для сортировки. Поэтому чуть-чуть собирается, и сразу можно просто выйти, вынести. Между тем, мирнинцы также начали эксперимент по сортировке мусора. В разных частях Мирного уже установили новые оранжевые баки для сбора пластика, картона и бумаги. При этом завода по переработке мусора в городе нет, но его хотят построить в 2024 году. До момента строительства завода собранный пластик и картон на отдельной мусоровозной технике транспортируется на производственную базу ОМПЖХ, где при помощи гидравлического пресса он будет формироваться в брикеты для последующей отправки на переработку в ближайшие города. Пока же мирнинцы будут привыкать к культуре раздельного сбора отходов. Коммунальщики даже обещают, если горожане поддержат инициативу, то пластик, картон и бумага не будут попадать на городскую свалку. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.
Команда из Якутии заняла 5-е место на Всемирном фестивале по игре в Го Genius Extreme. Соревнования прошли с 3 по 9 июня во Владивостоке. В них приняли участие спортсмены из 59 стран и регионов. Якутию представляли 11 человек. Ученик 10 класса Чурапчинской средней образовательной школы Иван Саввин и его тренер Надежда Захарова получили грамоту за дебют в официальном соревновании. Прохладная погода и дождь совсем не помеха празднику Исэх, который отмечается в Алданском районе. Из-за сложной эпидемиологической ситуации встреча якутского лета проходит в режиме онлайн. В празднике принимает участие наш корреспондент Татьяна Вахнина. Множеством нот и красок заискрился чарующий колорит праздника Исэх. Встреча якутского лета для северян – один из любимых праздников. Традиционно Исэх в Алдане отмечается масштабно и ярко. В этом году, ввиду ограничительных мер, праздник проходит в режиме онлайн. Представления, сказания, песни, хороводы. На празднике лета во всей красе раскрываются таланты, коими богата северная земля. Жители и творческие коллективы показали себя в 4 конкурсах. В фольклорном разноголосье сплетались композиции русского, якутского и эвенкийского эпосов. Наиболее массовым стал конкурс декоративно-прикладного искусства «Кладовая мастеровых». Национальное лоскутное шитье, изделия из меха, кожи и замши, бисероплетение, валяние, резьба по дереву, изделия из кости, кузнечное дело. Умения и навыки участники представили в фотографиях и роликах. Республика многонациональна, и праздник Исэх дарует возможность каждому гостю не только познакомиться с культурой и традициями северного народа, но и проникнуться чувством единства с жителями всей Якутии. Исэх 2021 собрал гораздо большее количество участников, чем ожидалось. Богатство национальной культуры раскрыли более 60 коллективов. Итоги конкурсов будут подведены завтра. Татьяна Вахнина, Алдан. На этом вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах.